Домра — это маленькая жизнь, потому что с детства вот мама домра, репетиция домра. Домра всегда и домра везде. Владислава Тимофеева, 16 лет. Увлечение – музыка, фотография. Диагноз – сахарный диабет первого типа. Девиз – тянись к солнцу, как бы долго не лили дожди. Все у нас было хорошо и замечательно до 2014 года. Как гром среди ясного неба заболела у нас Лада. Сильно. Как маме смириться с таким диагнозом, который ребенок получает на всю жизнь? Смириться с таким диагнозом нельзя, его просто принять нужно и успокоиться с этим диагнозом, и жить дальше, не допуская каких-то нехороших отклонений по здоровью, следить, контроль, еще раз контроль. Ну, начали учиться заново. Конечно, стоял вопрос у нас о том, чтобы бросить музыкальную школу. Но даже в Уфе вот настолько вот врачи вот были хорошие, но они и сейчас хорошие. Нам сказали: вы, говорит, не торопитесь делать поспешных выводов, вы попробуйте совмещать. Поярче. Пусть даже чуть-чуть будешь пережимать, Эльвира, ты ее не пережмешь. И свободнее, не стесняйся. Домра — исконно русский инструмент, народный. Похож на балалайку, но только круглый. Говорят, что олицетворяет ложку, не знаю. Игра на домре была маминой мечтой с детства, которая воплотилась во мне. Этот инструмент я узнала, к своему сожалению, не так рано, как Лада в 5 лет. Я с этим инструментом познакомилась гораздо позже. Я просто влюбилась в этот инструмент. И даже когда Влада еще не родилась, я вот этой Наталье Ильиничне, нашему преподавателю, говорю: Наталья Ильинична, это будет учиться у вас. И вот наконец-то Владка подросла, ей исполнилось 5 лет, и мы пришли в музыкальную школу. Познакомились с Натальей Ильиничной, с преподавателями, познакомились с домрой. И начались занятия. Ленту, да? Начинаем протяжно. Нет, все равно не благо, как батон. И вступаем. Дыхание берем. Помню, что одна из первых песен была «Наша козочка». У нее все это было на лице, в ручках. Это ее музыкальность из каждого пальчика, из ручки, из ножки. Вот отовсюду она лилась, эта музыкальность ее. Вот. Конечно, ей нравилось. Ну и, соответственно, на 1 класс пришла в музыкальную школу. Вот. И мы начали. Ей сразу полюбились вот эти концерты, и любит сейчас сцену. Ей, видимо, нравится. Возможно, она вот так выражает свои мысли какие-то. Потому что она не болтливый ребенок. И вот если бы мне сказали, охарактеризуйте ее в 2 словах, я бы сказала: вот, надежность и характерность. С самого же уже начала мы стали участвовать в конкурсах, причем различных, даже сразу серьезных конкурсах, зональных. Первый, по-моему, наш конкурс был в городе Октябрьском, где мы заняли 1 место. Конечно, для нее это было большим стимулом. И на международных конкурсах были, и на зональных, и на всероссийских. Везде становились лауреатами. С детства были конкурсы, и это какой-то азарт. А во-вторых, это общение, потому что, участвуя на конкурсах, мы со многими преподавателями знакомимся. Мы на конкурсе познакомились с моим преподом из колледжа. И общение с ребятами, с девочками, с которыми на протяжении 3-4 лет мы общаемся. Ну и тяга к сцене и к зрителям, это же вообще волшебство, можно сказать. Это очень серьезный конкурс был, он проходил в 3 этапа. Последний уровень был ранг всероссийского, она заняла 1 место. Она заняла 1 место, потом что-то раз так нас сразу в Уфу пригласили еще на какой-то конкурс, на 1 раз тогда в Уфу поехала. Вот с такими глазами: Уфа,
Все это было что-то, тем более мы жили в гостинице. Мы жили не дома, мы жили в гостинице. Это было так здорово. И мы пришли к выводу, что, скорее всего, ребенок пережил стресс не столько отрицательный, сколько положительный. И его маленький организм, Латкин, вот не смог правильно справиться с этим. С врачами я очень много разговаривала, с разными врачами разговаривала. Как правило, если эта болезнь не имеет какой-то наследственности, значит, ребенок перенес какой-то стресс. Ну вот, насколько я поняла, я не медик, может быть, я неправильно могу выражаться. Мы стали, значит, вот смотреть, ну какой стресс, вроде бы там вроде нормально, такая семья, вроде нормально, мы так живем, развиваемся, вместе какие-то путешествия, вместе какие-то там все у нас семейные торжества происходят. Ну как это нет? Все ты у нас умеешь делать. У нас только у всех разные. Каждый свои кушает. Мы в разных семьях учимся. Это еще к нашим бабушкам не попадали. Вот они когда писать начинают пельмени, вот красота. А у нас они разнокалиберные. Мы стали готовиться к сентябрю, вроде бы как, а она у меня то спит, то ерунду какую-то говорить начинает, непонятно, не связано. Я думаю, странно, вроде бы все у нас хорошо было, что такое? Я говорю, Лад, сядь таблицу умножения, повтори. Она начинает 3 × 3 = 21. Я такая, я говорю, Лад, давай мы к врачу сходим, проверимся там. Ну, сходили, проверились. Сахар у нас был высоченный, мы, по-моему, поступили с сахаром 24. Я был на Арбахте, я был не дома. Я узнал об этом, так сказать, случайно, от меня скрывали. Но все равно, так, как говорят, материнское чувство вот есть, у отцов оно тоже есть. Я просто напрямую спросил, что случилось. Потому что все такие ласковые, все хорошие, чтобы не беспокоить человека вдалеке. Вот. Мне сказали, что Лада в реанимации, уже в Уфе. Все, я приехал только через 2 недели, когда уже его выписали оттуда, уже с диагнозом. Вот. И началась новая жизнь. С больницами, с уколами, значит, с постоянными измерениями, с постоянным записи, что съел, сколько укололи. Потому что учились не только Лада, и учились мы друг у друга, они со своими ошибками. Этот диагноз, он сейчас с каждым годом все молодеет. Заболевания не могут понять от чего, но его все больше и больше. Это становится бичом, это незаметно убивает. Потому что люди думают, сахарный диабет, это сладкое нельзя кушать. А и все можно кушать. Просто не усваивается, это все нормально. И тем самым кровь сама себя убивает. Убивает она весь организм. Почки, печень, сердце, глаза, ноги, сосуды, волосы. Все влияет. У нас за 6 лет зрение упало на 5 единиц. Самое сложное – это сочетать приемы пищи и правильные дозы инсулина. И, допустим, нам нельзя допускать того, что мы, допустим, подумали, съедим на 5 хлебных единиц, сделали на 5, а съели на 7. Тоже такого уже нельзя. То есть конкретно нужно высчитывать, сколько ты ешь, сколько ты делаешь. Получается, когда я ем, я всегда рискую либо гипогликемией, либо гипергликемией. Давай, не двигайся. Попробуй покрутиться. Давай. Мы с Владой познакомились 2 года назад на республиканской елке. Она очень много работает над собой, над своими целями, несмотря на то, что у нее сахарный диабет. И когда мы с ней стали ближе общаться, я поняла, что это действительно вызывает у нее много сложностей, потому что не каждый подросток нормально будет к этому относиться. Она предложила сделать такой проект. Мы сделали с ней ряд фотографий, где она в общественных местах делает себе, например, укол или измеряет уровень сахара. Показали то, как в обычную жизнь любого человека можно внедрить вот такие вот вещи, которыми пользуется она. Кроме фотографий, я взяла у Влады небольшое интервью, где она ответила на вопросы касаемо
своей творческой деятельности, всего своего жизненного пути, как она развивалась. У людей с ограниченными возможностями нет особой поддержки в обществе, потому что мало информации. Я стала вести свой блог в Инстаграме по поводу сахарного диабета, потому что промониторила все сайты, правда, очень мало, особенно таких жизненных историй. Не знаю, может быть, и нужно было отказаться от музыкальной школы. Ну, Лада сама сделала выбор. Она сама сделала выбор, она не оставила. И вот результат, то, что она и продолжала принимать участие и в профессиональных конкурсах, она показывала очень высокие результаты. И потом нас стали приглашать в конкурсы для особенных детей. Вот, и мы в этих конкурсах стали принимать участие. Меня пугала фраза «ограниченные возможности». И то, что когда я приехала на конкурс, я увидела других детей, что я не одна, что у других может быть хуже, у кого-то лучше. И это помогло как-то преодолеть себя, какую-то черту, что я сейчас не считаю конкурсы с ограниченными возможностями. Я считаю это конкурсы, я не знаю, отдельных людей, которые друг друга понимают и поддержат. Раньше проблема страшила меня сам диабет, что как я буду жить, как я буду воспринимать. Но чем старше я становлюсь, тем мне становится как-то, я не знаю, не то, что не страшно, а просто я поняла, что, во-первых, никакая мама, никакой папа не поможет, когда я одна. И если я буду ответственной сама за себя, то все будет хорошо.